Мы в ответе за тех, кого не научили отвечать. Накануне в окружной администрации состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Члены комиссии обсудили занятость подростков в летний период. С подробностями Анастасия Данилова. Статистика показывает, что количество протоколов, составленных на правонарушение несовершеннолетних в городе Якутске, убывает, в то время как количество протоколов на их родителей периодически возрастает. Всего за 2013 год к административной ответственности привлечено 2226 граждан. Из них на несовершеннолетних составлены 411 протоколов, на родителей 1753 протокола. Вот сколько я не смотрела на этих детей, на этих родителей, да, и мне становится немножко даже страшно от того, что ведь они пили до того, как родился ребенок, того, и думаешь, может быть, это уже на генетическом уровне идет того, что дети уже вот это вино, там, спиртные напитки воспринимают как само собой разумеющееся. Работа с трудными подростками, неблагополучными семьями является одной из самых сложных по многим причинам. Для этого необходимо обладать особым характером, огромным терпением и выдержкой. Летом сотрудники управления проверяют деятельность детских летних лагерей, проводят беседы по профилактике правонарушений. Сейчас за безнадзорными детьми закреплены члены Союза молодежи, общественные организации и различные предприятия. Или в лагерь отправить, или работу, или куда-то привлечь, или трудоустроить, или же просто поговорить. К нам очень многие приходят с самоотчетами. Для чего? Не просто мы их приглашаем, вот отчитайся. Во-первых, они стараются, знаете, даже одеться, и родители прийти, да? Они стараются показать что-то, даже тот же дневник. Они стараются показать свои достижения. Мало кто знает, но существует закон, который запрещает подросткам, не достигшим совершеннолетнего возраста, находиться в публичных местах. Согласно ему, несовершеннолетним запрещается находиться на улице без взрослых с 22:00 до 6:00 в учебные месяцы и с 23:00 до 6:00 в летнее время. Ходят на дискотеку, там в ночное время употребляют алкоголь, там наркотики. Я ночью не катаюсь, так что мне это вообще без разницы как-то. Ну, не знаю, каждый сам выбирает, когда гулять. Ну, хорошо, так и должно быть, по идее. Ну, не знаю, я практически сам подросток. Комендантский час, он как бы ограничивает подростков, но они все равно будут выходить. Чаще всего нарушают по статье 20.21 появление в общественных местах в состоянии опьянения. Многие дети берут пример со своих родителей. Ненадлежащее воспитание, безработица, пьянство, жестокое обращение с ними – вот что приводит к безнадзорности детей и подростков. Мы в ответе за тех, кого не научили отвечать. Анастасия Данилова, Дмитрий Сергучев. Новости столицы.